Что может заинтересовать в Казахстане туристов? Ну, это прежде всего экотуризм, я считаю. То есть это те места, может быть, природные заповедники, которые открыты сейчас в настоящий момент для туризма, а также этнический туризм. Я думаю, необходимо создание вот этнических аулов, чтобы туристы приезжали, знакомясь с Казахстаном, реально увидеть, как раньше, например, проживал вот этот вот кочевой народ, да, в Казахстане. Надо погрузиться в эту атмосферу. Счастье Казахстана в том, что мы не монокультурная страна, да, а мы, сказать, мультикультурная, многокультурная страна, в которой проживает более 130 народов и этносов. И, может быть, это тоже наш выигрыш, потому что туристы, приехав в Казахстан, могут увидеть культуру кухни многих народов, которые раньше проживали, скажем так, в Советском Союзе. Вот. Все эти национальности, они проживают в Казахстане, то есть и даже больше. Поэтому, если организовать вот именно такие маршруты, я их называю револьверными маршрутами, то есть когда за одну туристическую поездку можно посмотреть несколько мест. Сегодня, значит, идет вот этот форум в рамках узбекско-казахстанского сотрудничества и как год узбекистанского туризма в Казахстане. Я тоже хотел бы, чтобы руководство нашей страны, руководство национальной компании «Казахтуризм» пролоббировали вопрос о льготных каникулах, о налоговых каникулах для наших ремесленников, то же самое. То есть, чтобы освободить их от уплаты налогов, чтобы они культивировали и распространяли вот именно поделки, которые производили вот именно наши мастера казахстанские. Вот. Но эти льготы давали тем людям, которые пользуются казахстанскими материалами и производят продукцию в Казахстане. Не тем компаниям, которые могут создать какие-то эскизы и заказать это все в Китае. Нет. Это должно быть поддержка для тех мастеров, которые работают только с казахстанскими материалами и изготавливают хурах-курпе те же самые кошмы, те же самые, скажем так, та же самая одежда.